В реки к индусам, мексиканцам и арабам. По идее, Reels классный бесплатный инструмент для прокачки актива. За 2 месяца с 300 подписчиков поднял до 3000. А сейчас GPA 5.0 поддерживаю. Чем больше у меня будет аудитория, тем на большее количество людей я смогу в последующем повлиять. Тут больше не вдохновение и мотивация, а дисциплина. Допустим, я к физике начал готовиться за 3 часа, когда мы все валялись в спортзале, нам сказали там подождать. Я взял A-Star, я вообще не готовился. Всем привет, и с вами Soul Подкаст, ваша любимая и незаменимая ведущая Дия и наш гость Азат. Всем привет. Можешь немного рассказать про себя? Менің есімім Азат, мен өзім 17 жастамын. Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектепте 11 сыныпта оқимын. Солай, өзім Астанадан боламын. Жол жүргенде жайлары, сұлу самал майданы. Қазақстан Республикасы туына адал болуға ант етемін. Вот. Думаю, многие из нашего ниши могут не знать, кто ты, поэтому это, мне кажется, интересный экспириенс, обмен опытом с нашими школами других городов. И вообще, насколько, допустим, я знаю, и многие мои знакомые тебя знают как человека, у которого развит ТикТок, который является координатором YPIR, ну не координатором, а тренером YPIR. Да. И получается, хотелось бы именно поговорить на эту тему, на тему блога. Ну, во-первых, хотелось бы спросить, как ты набрал столько подписчиков? Потому что 12 тысяч, мне кажется, это не так уж мало. И 2000 в Инстаграме это тоже довольно нормально так. Ну, как я набрал, допустим, в Инстаграме подписчиков, я начал закидывать рилсы. Я не знаю, как-то магическим образом они начали залетать в реки к индусам, мексиканцам и арабам, и они начали на меня подписываться. И главное, я над рилсами не парился особо, я просто снимал тиктоки, делал запись экрана и их же выкладывал в Инстаграм. Кстати, я стала тоже вот рилсы недавно выкладывать, и та же фигня, что индусы начинают подписываться. Это очень интересная закономерность. Ну, по идее, Reels классный бесплатный инструмент для прокачки актива. Да. Я это понял. Вот рилсы реально на них довольно много подписчиков можно набрать. У меня было вот в начале месяца где-то 620, сейчас уже 650, то есть это все благодаря рилсу на самом деле. Я вот тоже с рилсами за 2 месяца с 300 подписчиков поднял до 3000. Вот это у меня еще сейчас спали, они начали отписываться. Блин, почему отписываются? Интересный же контент на самом деле. Как думаешь, почему отписываются? Потому что я не так сильно, по сути, веду Инстаграм, личный блог. Вот. Думаю, из-за этого. Но я, возможно, буду больше уделять времени. Ну, вообще есть такое желание развивать личный блог. А как тебе вообще пришла вот эта идея снимать тиктоки, рилсы? Ну, тиктоки я начал снимать в классе 8 из-за своей девушки. Она активно снимала тиктоки, у нее там тоже были просмотры. И она мне говорила, давай, пыталась завербовать, и в итоге я начал снимать. Вот. И потом на карантине делать было нечего. И вот тогда я тоже начал активно закидывать. Тогда уж по чуть-чуть, потихоньку начала аудитория и просмотры набираться. Понятно. Ну, если говорить про меня, как я начала тиктоки, то же самое, на карантине начала что-то снимать, а потом у меня появился новый телефон, и я думаю, надо создать новый аккаунт, потому что старый аккаунт, оттуда видео перестали залетать абсолютно. Я создала, тоже не залетали, но вот летом приблизительно начало что-то набираться. Сейчас буквально я сняла недавно одно видео, у меня в последнее время вообще не залетает, у меня 900 подписчиков, и вот все, я не двигаюсь. В Инстаграме или в ТикТоке? В ТикТоке. И я думаю, и что мне делать? И я как-то снимала видео про, мол, хочу столько баллов по Сочи, Сору, и мне всегда такие видео залетают там на больше, чем 2000. И как-то раз такое на 24 тысячи залетело, сейчас на 48. То есть я просто снимаю
тупо, как я сижу такая, хочу столько-то там по биологии. И мне просто люди из-за этого это лайкают, они это комментируют, потому что думают то, что я реально верю в эти звуки, хотя я это сняла просто, чтобы это залетело. И так и набралось сейчас 1200 с чем-то. Ну, я прям радовалась наконец-то. Я тоже помню, я капец радовался первые 1000 в ТикТоке. Я захожу сразу в ТикТок после того, как Сочи написала, выхожу, и такая 1000, я просто подхожу к каждому из своих друзей, такая, а у меня 1000. Да, круто. На самом деле, насколько я знаю, у тебя очень хорошая успеваемость в школе. Потому что я видела как-то ты в хайлайтах твоих, то, что у тебя красный аттестат за 10. Сейчас GPA 5.0 поддерживаю. Офигеть, это прям очень круто. И как ты успеваешь совмещать это все? Потому что ты еще и волонтер, ты еще и устраиваешь. Вот вчера было мероприятие оттуда в Space, насколько знаю. На самом деле совмещать очень тяжело. Но мне кажется, в первую очередь это дело приоритетов, потому что я очень много разных вещей пробовал и одновременно занимался. И просто, когда ты раздаешь свою энергию, условно, везде, ты нигде не добьешься определенного успеха. Поэтому что-то придется вычеркнуть, что-то, наоборот, на пьедестал выставить. И так, когда ты сужаешь список, у тебя меньше фокус, но ты качественнее, в общем, к этому относишься, качественнее достигаешь целей, и вот. А по учебе, не знаю, у меня есть своя авторская методика списывания, о которой я вам не говорил. А так, по сути, это, я думаю, как и в универе, как везде. Сначала ты работаешь на рубежку, как говорят мои знакомые, потом рубежка работает на тебя. Вот. И так махинации свои проделаем. То есть секрет не в том, что ты не спишь ночами, а в том, что надо понравиться учителям на самом деле. Да, общаться, проявлять интерес, стараться, по крайней мере. Вот. А так я, наоборот, стал лучше спать в последнее время. Приоритизирую свой сон. Завидую. Но вот еще, кстати, насчет Вайпира. Ты сейчас не особо активный. Откуда вы знаете? Я тоже координатор. Координатор Вайпира семей. Со-координатор, и еще я в ТикТоке. Круто. Просто из-за того, что я сейчас в 11 классе активно готовлюсь к подаче, SAT, IELTS, учеба, надо GPA поддерживать, все проекты у меня одновременно просто накапливаются, и тяжело сейчас совмещать, как раз я это прочувствую. Но я стараюсь сейчас быстрее закрыть дедлайны, потому что я сам скучаю по Вайпиру, очень люблю нашу оранжевую семью. Я тоже очень сильно люблю Вайпир. Сама вступила туда буквально в ноябре, но мне прям очень понравилась эта концепция. Я со всеми так сдружилась, и мне прям очень нравится. Я должна была в субботу посетить Астанинский Вайпир, но так получилось, что отменили, насколько я знаю. И вот. Я в Вайпир вступил где-то в августе прошлого года. Вау. Но на самом деле ты довольно узнаваемая личность в Вайпире. Почему? Твои тиктоки залетают, кажется, очень хорошо, неплохо так. Поэтому надо возвращаться, поднимать актив. Да, возрождать наш актив, потому что он упал. И вот, опять же, вопрос вытекающий немного. Будет ли еще контент именно на твоем аккаунте, связанный с Вайпиром, именно на личном? На личном? На самом деле, я практически никогда на личной не публиковал что-то связанное с Вайпиром, потому что это, во-первых, очень личный блог. Я стараюсь в этом направлении его развивать. И сейчас я стараюсь строить свою концепцию, то есть анализирую, что у меня залетает, что нет. И, допустим, я сейчас сделал условный переход на аккаунте с контента с текстом, где что-то юморное, смешное, с более там липсинг, где чисто я появляюсь, и подсказки, и песни в приоритете. Потому что, во-первых, это легче, меньше паришься. Да. Во-вторых, когда ты снимаешь контент, типа, чисто на хихи-ха-ха, типа, люди лайкают, но не подписываются, потому что, типа, им залетела шутка, но, типа, ты сам им не особо интересен пока. Они оценивают шутку, там, лайкнули, пролистнули. Вот. А когда чисто ты, допустим, появляешься и ничего больше, подписываются те, кому ты интересен. И вот так у меня больше начала аудитория расти. Вот до 12,5 сейчас тысяч. Да.
Да, здорово. Ну, я, кстати, я пыталась как-то снимать чисто липсинг, у меня не получилось. И я стала, вот опять же, я чередую видео, то есть и смотрю, что именно будет сейчас залетать. Но сейчас в основном видео с текстом лучше залетает, поэтому я стараюсь сейчас их снимать. У меня тоже был такой период, когда у меня, условно, есть мой хороший друг и ментор, и мы примерно в одно время начали опять активно заниматься ТикТоком, и он мне говорил, типа, да, в первую очередь никогда не будет залетать там по 200-300 просмотров, когда ты хочешь поменять концепцию. Но, типа, если делать это регулярно и постоянно, там, 3 видео в день, условно, на протяжении месяца, то в какой-то момент одно видео выстрелит. И так он с 20 тысяч подписчиков, когда мы начинали, дорос до полуляма подписчиков сейчас. Вау. Вот. И когда я тоже перестраивал концепцию, у меня тоже были по 200-300 просмотров, он мне просто говорил, типа, продолжай в том же духе, типа, не надо сдаваться. И вот я продолжал, и они опять теперь начали залетать. И теперь я меньше парюсь над контентом, и он мне нравится больше. Вот. Скажи честно, ты косплеишь Эрена Егера? Да, кстати. Когда я посмотрел аниме, меня в анимешнике завербовала подруга из Турции, турчанка. И я в итоге посмотрел, мое первое аниме было «Атака титанов». Я влюбился в главного персонажа. Вот. И особенно его прическа в 4-м сезоне мне понравилась. Вот. Я уже отращиваю ее с июня. Вот. Такие дела. И в целом я хотел у вас узнать, как ваши родители, допустим, твои родители отнеслись к развитию блога, там, подкаста и личного? Ну, моя мама всегда меня поддерживает, папа тоже, в принципе, ему нравится, но мама, она так, она все мои видео смотрит, все просмотрит, везде подпишется, все комментирует, говорит, вот это вот видео лучше, вот это не очень, ты здесь, почему ты здесь вот так, почему не так. Но я очень рада, что родители отнеслись к этому хорошо. У меня, в принципе, все отнеслись к этому довольно положительно. Им понравилось то, что я вот так развиваюсь, и не только хорошее что-то говорят. Иногда бывает, конечно, они комментируют там, вот, допустим, тут образ не совсем твой, тебе такой не идет, например. Ну, мне немного становится обидно, потому что, как бы я жду от них поддержки, но я понимаю то, что критику нужно воспринимать спокойно, они стараются это делать, чтобы мне было лучше, поэтому, думаю, они хорошо отнеслись. А твои? Здорово. Со стороны моих родителей тоже не было каких-то упреков в моем кейсе. Но вначале мне было не очень некомфортно, когда они смотрели мои видео. Я их даже заблокировал как-то, чтобы они просто и на них не натыкались. Но впоследствии мне как-то стало все равно более, окей, посмотрят, не посмотрят, that's окей. И сейчас все спокойно. И они тоже шутки кидают, тоже угораем с моих видосов. Так что сейчас все хорошо. Рада очень за тебя. Подкасты маме очень нравятся, она смотрит каждый подкаст. Прям от начала до конца, и прям тоже чуть ли не каждое мое действие, чуть ли не каждое действие гостя комментирует. Вот. Иногда она вместе с младшими братьями смотрит, а им нравится то, что я что-то снимаю. Мы как-то в детстве пытались втроем что-то снимать. Можно это забыть? Мне кажется, у всех практически был такой детский канал с наикринжовейшими видео. У меня тоже был YouTube-канал, это было... Не могу его заблокировать. Пожалуйста, не ищите. Все равно никто не найдет его. Да. А с какой целью ты развиваешь свой личный блог? Я даже не знаю. На самом деле, это как-то с детства. То, что тебе нравится, что на тебя камера, то, что... смотришь этих детских блогеров, и кажется, у них такая классная жизнь, я тоже так хочу. И как ты начинаешь это делать. А когда более сейчас, в осознанном возрасте, я понимаю, что это для меня как хобби, плюс, возможно, в будущем какой-то заработок дополнительный. Потому что я не планирую блог делать основным заработком, но, возможно, дополнительно там за рекламу, как-нибудь так. Это здорово. А ты зачем развиваешь? Сейчас я пришел к такой мысли, что чем больше у меня будет аудитория, тем на большее количество людей я смогу в последующем повлиять. И в целом я бы хотел в последующем заниматься такой деятельностью. И сейчас стараюсь как-то положительно внести свой contribution, свой вклад в общество. Это в целом это можно назвать моей целью, потому что я очень хочу принести пользу своей стране.
обществу и так далее. Вот. И в целом, когда ты медиа-личность, аудитория, особенно широкая, это классный инструмент, который можно использовать для перемен. Вот. Да, кстати. И на втором плане тоже коммерческая выгода. Ну, для меня вообще это все хобби, мне нравится очень сильно снимать. Да и плюс, мне кажется, да, тоже, возможно, в будущем я также хочу помогать нашей стране меняться в лучшую сторону. И как-то, да, аудитория — это хороший способ для перемен, возможно. Откуда ты черпаешь вдохновение для своих видео? Вот, потому что иногда бывает, нет желания снимать, вообще нет желания что-либо делать. Что ты делаешь в такие моменты? Это, допустим, на примере ТикТока, да? Да. Мне кажется, как и здесь, так и в любом деле, которое ты начинаешь, в первую очередь идет дисциплина, постоянство. Дисциплина и постоянство я бы выделил. Вот. Потому что, вот как мы сказали, у меня очень долгое время не получалось выстрелить с новой концепцией, которую я хотел построить под себя. Когда у меня было 8 тысяч подписчиков, условно, по 200-300 просмотров, это отчасти меня ломало, но просто мой хороший друг, который сам мне доказал это на опыте, сказал: не сдавайся, продолжай в том же духе. Я, хоть что было, хотя бы должен был поставить эту галочку 3 видео в день. И, по сути, это дало какие-то, плоды уже. Вот. Поэтому тут больше не вдохновение и мотивация, а дисциплина. Да. Ну, я такая более творческая личность, поэтому мне иногда не хватает желания что-либо делать. Но да, я тоже понимаю то, что надо к этому относиться ответственно и дисциплинированно. Поэтому я стараюсь тоже выпускать видео постоянно, чтобы поддерживать это постоянство. Но у меня вот именно, что когда видео у меня делаются не с душой, они чаще всего вообще не залетают. И поэтому я понимаю то, что все же нужно поддерживать этот ресурс как-то. Я стараюсь больше давать себе отдыхать и как-то меньше себя загружать по учебе. Но в последнее время у меня GPA 4,6, поэтому, в принципе, я его стараюсь поддерживать даже лучше. Сейчас улучшился, и я этому радуюсь. Здорово. Как подготовка к МЭСКам? Нормально, вроде. Ты же в 10 классе. Да, я в 10 классе. Спасибо, мне она понадобится. Очень страшно, на самом деле. МЭСК — это очень такая тема. С одной стороны, мне все 11-классники говорят, не парьтесь, в этом году МЭСК такой, сдадите на 4, ничего не будет. Но, с другой стороны, страшно все равно. Допустим, для меня самый страх — это завалить тарих и русский. Не написать их на 5, я честно, я себя очень сильно начну за это. По сути, я бы согласился с советами тех одноклассников, потому что вот когда я сдавал, МЭСКи оказались капец этичные, очень человые. Допустим, я к физике начал готовиться за 3 часа, когда мы все валялись в спортзале, нам сказали там подождать. Я взял A-Star, я вообще не готовился. За 3 часа начал готовиться. Я думал, я на пофиг сдам, потому что у меня примерно там 5 выходило, если бы даже на сишку сдал. Да, я тоже, кстати. А так, ничего, на красный вышли, главное. И на самом деле они были очень легкие. Мне подруга тоже говорила, что она за 2 часа до экзамена начала готовиться к тариху и сдала на A. В принципе, я думаю, я тоже все так же к тариху буду готовиться, потому что я его очень хорошо знаю. В принципе, тяну этот формат. У меня все ссоры Сочи у нас идут в этом формате. Я тяну этот формат. И думаю, вот его я точно сдам хорошо. Русский язык, там может времени не хватить. Но, в принципе, тоже у меня есть шансы на A. Казахский язык на B точно сдам. Остальное вот страшно. Но, в принципе, думаю, я сейчас начну готовиться. Я вообще не готовилась еще до сих пор. Все пробники я сдала, нормально. Думаю, сейчас начну готовиться и нормально сдам. Да, поддерживайте свой GPA, ребятки. Вот. Может быть, у тебя есть какие-то блогеры, которыми ты вдохновлялся до этого, которые тебя подтолкнули к развитию блога? Первый человек, который мне приходит на ум, это как раз, о нем я до этого говорил, мой и хороший друг и ментор Алан Джамбулатов. Очень классный человек, он меня капец заряжает. Вот.
И он как раз-таки мне помог не потерять ту искру, продолжать в том же духе. До сих пор это делает. Я его очень ценю, люблю. Он отличный человек. Вот если насчет меня говорить, я не знаю, я многих блогеров сменила, можно сказать, я смотрела очень многих блогеров. Но, наверное, самый тот, с которого я начинала, и который по сей день смотрю, и он меня даже не то что вдохновляет, но просто мне нравится его контент, он такой заряжающий энергией, это Брайан Мапс. Вот прям обожаю его контент в том смысле, что он заряжает энергией всегда. А если говорить про тех людей, которые меня поддерживают, это, наверное, мои друзья и моя семья, они всегда были рядом со мной. И даже если я терпела какие-то неудачи, они говорили, что все нормально, ты начнешь сначала, ты сможешь, успеешь, и все будет супер. Когда есть поддержка, это очень здорово. И, наверное, самое последнее, это какое место в твоей жизни занимают соцсети и твой блог? Раньше мои соцсети не играли никакой роли, года, словно 3-2 назад. Но в последнее время это очень полезный инструмент, как по мне, потому что там через соцсети в основном и проходит частица моей личной жизни, моей деятельности. То есть это, как я до этого говорил, и организация ивентов в Space, и Student Council тоже можно включить, где там я получается, министр одного департамента, где я бренд-амбассадор Ernst & Young компании, там тоже мы помогаем им через соцсети, промоутим. И в последнее время моделинг добавился, и поэтому еще больше важности для меня возросла развитие личного бренда. Вот. Это классный очень инструмент, повторюсь. Ну, в моей жизни соцсети всегда занимали какое-то место, потому что я через них общалась, я искала через них как-то больше общения. Я вообще, в принципе, очень люблю общаться с людьми, и мне вот прям иногда бывает тяжело, если я ни с кем не общаюсь. Хотя иногда бывает социальная батарейка сядет, и я вообще ни с кем не хочу общаться. Поэтому мне нравится вообще концепция блога в том, что ты фактически не говоришь с кем-то, но ты говоришь это кому-то. То есть вот записывая даже сторис, я это не говорю определенному человеку, я записываю это на определенную аудиторию. И вот это здорово, то, что ты охватываешь столько людей, можешь им рассказать что-то, поделиться с ними чем-то. И при этом блог, мне кажется, если я скажу то, что соцсети мне сейчас не нужны, я, в принципе, смогу их и бросить, как бы. Но, думаю, для меня слишком важен сейчас блог, чтобы прямо его забрасывать. Очень интересный поинт. Я что-то хотел сказать, я забыл тоже по поводу блога. Вспомнил. Насчет важности блога, да, отчасти я с тобой согласен в определенных аспектах. Но единственный момент, что сейчас я нашел важность разграничивания блога от личной жизни, потому что я не хочу, чтобы вся моя личная жизнь была в соцсетях. И в последнее время у меня и экранное время в соцсетях повысилось, мне это очень не нравится. Я ставлю все различные лимиты, ограничения, вот, чтобы моя личная жизнь шла в другой параллели от соцсетей. Да, я тоже, кстати, стараюсь разграничивать, потому что, личная — это личная жизнь, а соцсети — это скорее для меня как тоже часть моей жизни, но определенная, которую я могу выставить, допустим, как я не знаю. Это та часть, которую можно выставить, а есть часть, которую я никогда не затрагиваю. Там это, то есть какие-то семейные, можно сказать, обстоятельства. Вот это я никогда не трогаю. То есть друзей, семью я стараюсь не выставлять, только себя. Вот. Супер. Надеюсь, у тебя это хорошо получается. Да, я тоже надеюсь, что у меня это хорошо получается. Вот. Думаю, на этом мы можем закончить. Тебе большое спасибо за то, что ты пришел, поучаствовал. Что пригласили. Мне очень было приятно. Такой опыт у меня впервые в жизни. Спасибо всем за просмотр. С вами был Soul Подкаст. Пока. Всем пока.